Рано вранці домівку, в якій мешкає родина Рустема Ібадлаєва в Совєтському, оточили озброєні окупаційні силовики. Інші тим часом нишпорили всередині. Я прочитала намаз, хотела старшего ребенка в школу собирать, будить. Старшие дети еще спали. Бешеный стук прям в дверь произошел, прям такой сильный, я не могу словами описать даже. Я такого, наверное, стука еще в своей жизни не слышала. Я не знаю, как они еще дверь не выбили нашу слабенькую. Я очень-очень испугалась. Родина Ібадлаєвих винаймає це помешкання. Окупаційні силовики стверджують, що так звані слідчі дії стосуються попередніх господарів будинку. Причина этого обыска была связана с предыдущим хозяином. По их словам, что там было заведено уголовное дело, и мероприятие было направлено с целью обыска по поискам его вещей и его семьи, вследствие чего ничего не было найдено. Я считаю, что такие меры, это определенное давление на наш народ, потому что можно было как-то и помягче это все сделать. Мы, конечно, не знаю, это шок, и, наверное, долго будем от этого отходить. Я просто не могу понять, почему, если они... Вот мы же, получается, мы ни в чем не виноваты. Они пришли по поводу того, кто здесь раньше проживал. Это было, я не знаю, около 10 лет назад. Мы сейчас живем в этом съемном жилье. Вообще нам сдал совершенно другой человек это жилье. И я не могу понять, почему с таким отношением к людям они врываются и... То есть пугают людей, не просто стучат, откройте милиция, такого нет. Они просто выбивают, выламывают дверь. Я думаю, что это опять очередное запугивание. Правоохранительные органы знают, что старого хозяина уже давно нет, уже я не думаю, что они этого не знают. Что жена, что я, сразу чуть у жены сердце не перехватило. Я быстро побежал туда. Органы, ОМОНовцы стоят. Правда, меня запустили. Я посмотрел, дети, все нормально. Ищут старого хозяина. Старый хозяин уже лет 10 здесь не живет. И все, наверное, не в курсе. Сын мой эту квартиру снимает. И зачем вот это рано, утром, запугиваем детей или що, я не знаю. Цього разу окупаційні силовики нікого не затримали, але й не повідомили, чи повернуться знову. Відомо, що під час обшуку був присутній співробітник окупаційного центру протидії екстремізму Микола Лапік.